Открывая заседание, глава администрации Очимчирского района Хрипс Джопу отметил, что за последние 2 года проделана большая работа. В городе и в селах улучшается инфраструктура. За счет местного бюджета отремонтированы школы, а также здания администрации в нескольких селах. Частично население обеспечено бесперебойным энерго- и водоснабжением. Тем не менее, сегодня в Очимчирском районе существует и множество проблем. Безусловно, наши жители нуждаются в улучшении обеспечения их водой. Такие проблемы не только в этих 2 селах, они практически существуют во всех селах. Но при этом считаем, что та работа, которая делается в сторону города Очимчира, безусловно, это необходимо, потому что город Очимчира должен расти, и город на самом деле должен обрести тот облик районного центра, на который мы практически все наши усилия направлены. Если в 2016 году более 300 миллионов рублей было выделено на улучшение инфраструктуры города Очимчира, то в этом году, по словам премьер-министра Беслана Барцыц, на благоустройство района планируется выделить еще 200 миллионов рублей. В планах руководства страны выделить средства на строительство нового детского сада в Очимчире и школы в селе Тхина. Сегодня во многих селах идут ремонтные работы по улучшению водоснабжения населения. По словам премьер-министра Беслана Барцыц, такие работы в течение года будут проведены практически во всех селах района. Было отмечено, что за счет российской инвестпрограммы только за один прошлый год в районе было установлено более 5 трансформаторных станций. Теперь часть населения обеспечена бесперебойной электроэнергией, и работа в этом направлении будет продолжаться. Конечно же, Хрипс Родионович и местная администрация, и вместе с нами мы должны всегда держать руку на пульсе, смотреть за ходом выполнения этих работ, чтобы никакого отставания по графикам намеченным быть не должно. И, конечно же, качество возводимых объектов и предполагаемых работ должно быть на самом высоком уровне. Я говорил, еще раз повторяюсь, при формировании мероприятий мы всегда учитываем мнение местной администрации. После заседания премьер-министр Беслан Барцыц посетил некоторые объекты Очимчирского района. К примеру, это здание по улице Адлиба в скором времени будет передано Очимчирскому отделению Черноморэнерго для хранения всего инвентаря. Глава администрации Хрипс Джопу выразил надежду, что строительство объекта начнется в скором времени. Приняли мы решение его передачи этого здания энергосистеме Черноморэнерго. Сейчас в присутствии премьер-министра хотим попросить, чтобы какие-то ремонтно-восстановительные работы осуществить, и чтобы всю базу, которая практически находится сегодня у Черноморэнерго, у нашего отделения, чтобы все это перебазировалось сюда. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил, что подобного рода объект необходим в городе, и заверил руководство района, что средства на его строительство будут выделены из государственного бюджета. Филиал РУП Черноморэнерго в Очимчирском районе не имеет своего ни офисного помещения, и техника базируется фактически по домам людей, которые работают на этом предприятии. Сегодня остро стоит этот вопрос, и вот местная администрация готова предоставить безвозмездно это помещение. Мы обязательно это возьмем и проговорим эти вопросы с руководством Черноморэнерго и окажем содействие, чтобы работа этого предприятия была налажена должным образом. В скором времени в Очимчире начнет функционировать предприятие по производству кукурузной муки. Строительные работы на объекте практически завершены. Уже приобретена специальная техника для переработки кукурузы. В будущем здесь планируется производить больше тонны кукурузной муки в сутки. На этапе завоза недостающего оборудования и его установки пусконаладочных работ. Я думаю, что мы уложимся где-то к концу марта. Предприятие заработает уже. С теми, кто с нами будет работать, и экспедиторами, водителями и так далее, до 20 человек будет задействовано. На сегодняшний день в Абхазии нет предприятий по производству кукурузной муки. В основном этот товар на прилавки магазинов поступает из России. По словам министра сельского хозяйства Даура Дарба, строительство такого предприятия имеет большое значение, в первую очередь для развития экономики страны. Сырье будет закупаться у местного населения, а это дополнительный заработок для людей. То есть, я думаю, это будет востребовано для нашего населения. Это одна из тех направлений, где мы как бы облегчаем труд наших домохозяек, женщин. То есть, не надо мучиться, промывать и так далее. Она готовая, открыл,
к применению подлежит. Перспектива хорошая у этого маленького предприятия, я думаю. Большая проблема существует на сегодняшний день в районе морского порта. Эта часть дороги омывается морем, и в период обильных дождей здесь случаются оползни. Руководство района видит проблему, но решить ее самостоятельно нет возможности. Беслан Барцыц отметил, что руководство страны в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Глава правительства также отметил, что необходимо собрать экспертную комиссию для решения проблемы. Было отмечено, что на реализацию этого проекта понадобится более 10 миллионов рублей. Делегация во главе с премьер-министром побывала еще на нескольких объектах, в том числе и на водозапорной станции в селе Моква. Отремонтировали это водонакопитель, поставили насосы, то, что вы видели, скважину, закачивает сюда, и дальше отсюда идет разводящие по населенным пунктам. Здесь два накопителя было, один мы спустили туда в центр, то есть локализовали подачу воды. Премьер-министр Беслан Барцыц в ходе инспекционной поездки посетил еще несколько объектов в Очимчирском районе, в том числе и предприятия по производству меда. Царья Смыр, Алексей Глухава, Абхазское телевидение.